Старые фотографии, черно-белые воспоминания, трогательные и светлые, и вновь оживают лица родных людей, аромат прошедших дней. Перебирая и всматриваясь в эти фотографии, мы переживаем вновь бесценные и дорогие сердцу моменты. Анатолий Степанов Ламутский – авенский поэт, писатель, мелодист. Человек, несомненно, талантливый, со своим взглядом на жизнь, своими принципами и своим авторским видением. Он родился в большой и дружной семье патриарха авенской литературы Платона Степанова Ламутского. Моя мама, когда переехали, они еще молодые, нас всего там, мы в Себяне родились: Афанасий, Александр, Светлана, я, Валерий. Вот 5 детей родились в Себянкуле. И когда мы туда приехали, там у них всего было 3 детей: Юрий, Зинаида и Уяндина. И после того, как родились еще 5 детей, нас стало 8 детей, это надо было нас кормить чем-то, поить. И мама решила завести там корову. И одна из первых, она в Себянкуле завела корову. И они в этих горах нашли место, где можно косить сено, заготавливать сено. И я, конечно, не помню, но мне рассказывали, что эта корова нас поила хорошим, прекрасным молоком, сметаной, все это делала мама. И когда мы переехали в город Якутск, мне было 2 года. Мама покупала молоко, которое с магазина, в магазине покупала молоко, которое я не пил. Я отказывался пить, я хотел только свое собственное от коровы. Вот это тоже, конечно, это воспоминания нашего детства. Мы очень много со своими братьями и сестрами разговариваем о том, что было в детстве, что с нами было. Я издал книгу, я своим родителям поставил вот такой своеобразный памятник. Я написал книгу о маме, и вот буквально в прошлом году вышла книга о папе. Я, то есть, им сделал такой маленький подарок. Жить в такой семье может быть, с одной стороны, трудновато, потому что ответственность за кого-то – это ложите уже с малых лет. Вот. Но я расскажу случай один. У нас в семье так было заведено, что за столом мы сидели, отец во главе стола, и с левой стороны у него сидел старший сын. Ни зять, никто, ни сестра, а именно старший сын. И вот когда старший сын уходил из дома, следующий уже сын садился за стол. С правой стороны сидела мама. Вот так у нас было заведено. А сестры, девочки сидели подальше. Вот с этой стороны сыновья, начиная от старшего, там дальше, зятья не садились с левой стороны. Почему-то у нас так было заведено. Это я с малых лет помню. Я всегда мечтал сидеть рядом с отцом с левой стороны. И вот когда мои старшие братья уехали, и мне досталась эта доля, я очень обрадовался. И это было как большое это для меня значение – сидеть рядом с левой стороны отца. Как бы я ни писал, что бы я ни делал, все равно я буду в тени у своего отца. Я до сих пор в тени у своего отца. Но стать известным как мелодист – это был мой первый путь. Я стал вначале известным как мелодист, а потом это уже я как поэт, как писатель уже издал много книг, несколько книг. Первые мои шаги были именно как мелодист. И первую песню я свою сочинил к юбилею своего отца, к 60-летию, кстати. Сейчас это мне 60 лет. Тогда к 60-летию отца я сочинил первую свою песню. С тех пор я очень много написал.
В основном пишу песни на стихи своего отца, Николая Тарабукина, то есть наших классиков, Андрея Кривошапкина, Василия Лебедева. То есть вот, и на свои стихи. Но я не скажу, что я очень такой яркий писатель, поэт, то есть эвенский поэт. Я, конечно, с ними не сравнюсь, со своим отцом не сравниваюсь, но все равно я пишу на эвенском Hinatu sengi cakram aike ayana nadake ayana. Jealous, onyit ni kan bitang jin, ayaw rigo hengin, hutar mengen cakal jin. Aike, ayaw na, nadake, ayaw na, aike, ayaw na. От всех мест, где мы жили, где работали, где я пошел в школу, где я женился и так далее, это от всех у меня понемногу есть все. Я вспоминаю все, что было там хорошее, как мы жили там. Мы часто с женой сидим и разговариваем, вспоминаем, как проходила наша юность, где мы жили, что было. Я не могу сказать, что какую-то местность, какую-то часть того считать здесь было хорошо. Да, в Среднеколымске прошло мое детство, моя юность. Я там женился, у меня там родился старший сын. Например, в Черском у меня родился младший сын. В Якутске родилась дочка. То есть сказать, что вот это мне ближе, я не могу. Они все близки мне. Все близки, все какую-то часть оставили во мне. Самые искренние, самые чистые и сокровенные слова поэт посвящает своей половинке, своей супруге Светлане. Мягкая и нежная, но сильная духом, с красивым глубоким голосом, она всегда рядом, всегда поддержит и поймет. Мы со своей Светланой знакомы очень давно. Я помню еще, в 1969 году мне было всего 8 лет. Я учился в 3 классе. Мы приехали в Березовку, а там тогда было такое печное отопление, школа такая маленькая была, печное отопление, везде стояли эти железные печки, сделанные из бочек, обрезанные и поставлены. И я помню, почему-то вот этот случай, я помню, что девочка стояла возле печки, и каждую перемену, как выходил, она стояла возле печки. Это оказалась будущая моя жена. Тогда
Какая любовь, какая еще... Ребенку было всего 8 лет, и... Но я запомнил это. Я ее запомнил. Я еще ее даже имя тогда, наверное, не знал. Даже не помню. Но я помню, что она стояла возле печки и все время грела. Каждую перемену. Все дети тут играют, бегают, прыгают, а она стоит возле печки. Ну, конечно, в молодости, в юности всякие были, всякое было. Так что я помню даже случай, когда я учился в Улан-Удэ, ребята просили меня писать стихи, когда шли на свидание. Ну, напиши да мне стих, я иду к девушке. И вот однажды уже здесь, в Якутске, пригласил меня знакомый, ну, друг. Я к нему пришел домой, и он показывает мне тетрадь. Тонкая тетрадь, правда, и стихи-то. Я открыл и прочитал, и говорю: о, ты своей жене признаешься в любви. А он смеется. Говорит: а не помнишь, да? Я не помню. Это же твои стихи. Ты мне писала, я ходил и читал. И... Они женились с ней. Она вышла за него замуж. И при мне же она потом говорит: оказывается, я не на тебе за тебя, а за него, то есть за меня, за мои стихи. Вот я, например, первый свой стих написал 10 лет. Когда мне было 10 лет, я лежал в больнице, и я прочитал, тогда «Огонек» такой, помните, большой такой журнал был. И в том «Огоньке» я прочитал стихи мальчика 10-летнего, 9-летнего. Стихи напечатали в этом всесоюзном журнале. И мне это очень удивило, и я подумал, а почему я не могу написать? Ну, так как я писал на русском языке, я написал стихи маме, посвященные маме. Я очень в больнице скучал по ней, конечно. Я очень долго лежал в этой больнице, где-то месяц, наверное, и написал стихи. Выйдя из больницы, я маме показал эти стихи. Она мне тогда сказала такие слова: это не твои стихи, это ты откуда-то списал. Может быть, она хотела, чтобы у меня зажглось это, а у меня действительно зажглось. Я обиделся и сказал: я все равно буду писать стихи. Я все равно, ну, не как папа, но все равно я буду писать стихи. Вот это 10-летнего ребенка слово во мне зажглось, и я начал писать. Но я писал, я учился в русской школе, я русскую школу закончил, и я писал стихи на русском языке. Принес подборку, после школы принес подборку стихов отцу, там уже такой общая тетрадь была, принес, показал, он прочитал, похвалил, но сказал: но все-таки ты сын ивенского поэта, научись хотя бы на якутском языке писать. И вот представьте, такое желание быть поэтом, такое желание писать стихи, что меня заставил, я сел за якутский язык, изучение якутского языка. Нашел словари, какие-то учебники и так далее. Я выучил якутский язык, я научился читать по-якутски и начал писать стихи на якутском языке. Но я писал стихи, когда учился в институте Улан-Удэ. Приехал к отцу уже с якутскими стихами, такой довольный. А еще он же мне тогда подарил, стихи Семена Данилова, сборник стихов на якутском языке, и сказал: почитай и посмотри, как пишутся стихи. Он меня учил всем этим канонам стихосложения. Стих какой должен быть, как рифма, не просто только рифма, а еще должно оно звучать и так далее. То есть вот отец этому научил. У меня до сих пор есть письмо, где он именно как учит меня писать стихи. И вот я с якутскими стихами пришел к нему, он прочитал, похвалил, молодец, и выучил якутский язык. А сейчас пиши на ивенском. Вот это третье было задание.
пример, конечно, отец, его стихи, нашел я книги, учебники на венском языке, буквари и так далее, выучил, научился читать по-венски, писать по-венски. Но, к сожалению, уже мои венские стихи он не просчитал, не оценил, потому что его уже не стало. Эведичи керем, някадиш төререм, не утидиш мендуле джапкарам, тарбими джомкаттам, эвен бей бинвен, хөрүжүп жүлески, ни хаджин. Омгадда, эливун, илевул, тарбими, куңалти эведиш төрежир, айке дебимчи жүлделет хүркалти эведиш төреми хоканжин. Би харам, örüsüş jom kattam, evedi törenti incinnen, temi bi ikarem, even bey töremen, eregle baydu emennef. Я даже могу сказать, ну, как напутствие, как желание, чтобы люди, владеющими хотя бы двумя языками, могли бы их развивать сами. И я за то, чтобы эвенский язык жил, совершенствовался и так далее, развивался. А для этого не надо там быть филологом, не надо быть. Ты знаешь несколько слов. Иди, возьми, принеси. Часто пользуйся этим. Тогда он станет обыденным. Вот я работал в Эвено-Батантае, там я очень удивлялся. Люди, которые не говорят на венском языке, но какие-то слова они используют. И они еще спорят, что это якутское слово. На самом деле это венское слово. Вот. Они используют, у них, как сказать, генная память осталась это. Вот. Если это развивать, она потихонечку, венский язык будет развиваться. Потихонечку. Я не скажу, что венский язык придет в упадок. Он не должен прийти. Он должен вот по этим каплям, по этим словам некоторым, которые используются везде и всюду, по этим словам он будет развиваться. Вот. Я очень на это надеюсь и очень желаю этого. У каждого человека в жизни случается разочарование и потери. Но нет боли тяжелее, чем боль утраты, которая подкосила, от которой до сих пор перехватывает дыхание и плачет душа. А мне это очень тяжело вспоминать. Вот это самое большое горе, которое случилось у меня. Вот, я даже не хочу говорить об этом. Это лежит очень большим шрамом на моем сердце. А так, разочарований, конечно, в жизни всякие были, всякое было. И разочарования, и радости, и боли. Какие-то разочарования я уже не помню, но я стараюсь не зацикливаться на этом. То, что кто-то тебя когда-то разочаровал, когда что-то не получилось, когда кто-то тебя обидел. Были такие? Были, когда ни за что тебя обвиняли. Ни за что на меня, вот когда работал начальником управления, очень много жалоб всяких писали. Это тоже разочарование. Я не так воспитан. Меня, как в Библии сказано, ударили по щеке, поставь другую щеку. Я лучше, может, скорее сделаю, или, как мне отец говорил, плюнули лицо, вытрись и уйди. Не делай того, чего они сделали с тобой. Но мне в жизни так и получается, что я злом на зло не отвечаю. Наоборот, может быть, сделавшему человек, который сделал тебе плохо, наоборот, ответить каким-то добром. Вот это может быть.
Но я не так воспитан. У меня отец все время такое говорил, что не надо держать зло в себе, а то зло, которое к тебе, оно не прилипает к тебе, оно может просто отскочить от тебя. А если ты будешь отвечать тем же, оно наоборот в тебя войдет, и ты озлобишься, еще хуже станешь. И еще мой отец все время говорил, никогда не говори «я». «Я» – это последняя буква в алфавите. И они так научили меня, что я что-то делаю, но никогда не говорю, что это я сделал, это моя заслуга и так далее. То есть отец всегда запрещал говорить. Сделал, сделал. Люди поймут. Время покажет, кто был прав. Ну, вот, я так воспитан, наверное. И я стараюсь своим детям тоже сейчас, своим детям, своим внукам передать эту философию, чтобы они тоже жили по таким законам. Сегодня в более зрелом возрасте, как ты оцениваешь себя, вот, допустим, молодого, творческого, талантливого? Когда был молодой, было очень много энергии, очень большое желание. Мы когда-то, вот после перестройки, и когда началась перестройка, мы тут собирались. Это Андрей Громов, Кузьма Булдыкин, Пантелеймон Старостин, Михаил Колесов, и Евгений Татаев. То есть собирались мы по разным поводам. Были молодые, мы энергичные, чего-то хотели. Мы хотели изменить этот мир. С этими людьми прошла моя юность, проходила моя юность. И с ними можно было говорить часами, спорить обо всем, начиная от создания Вселенной, от чего оно произошло, начиная от фольклора, заканчивая настоящей жизнью, настоящей политикой. Ну, то есть, вот тогда вот этого хотелось. И стихи рождались, естественно, про новую жизнь, про то, что надо что-то сделать и так далее. Но я себя почему-то вижу именно вот таким, где-то находящийся в каком-то ядре, которое вертится, крутится и все делает, делает то, что нужно для человечества, для народов, для наших, для венов и так далее. Вся состояние того, чтобы писать, сочинять, делать что-то. Уже какой-то жизненный опыт есть, который надо выразить. И, конечно, у меня сейчас состояние такое, что кроме творения нужно действительно делать то, что нужно людям. Со своим опытом, со своей энергией, которая во мне. У меня скоро будет юбилейный вечер, который я назвал «Бенит элекес отдан». То есть жизнь только начинается. Жизнь, конечно, такая штука, что сейчас надо сесть, подумать, размыслить и все это передать бумаге. Еще кроме этого у меня есть архив отца, очень большой архив, над которым очень надо скрупулезно работать. Вот в прошлом году я выпустил книгу, которую я нашел, поэму отца Нимкакич. Вот это, он, правда, на якутском языке, а это нигде не было издано. Я это случайно нашел в архиве. Вот такие записи у отца очень много. Можно просто их упорядочить. В свое время Степан Дадоскинов тоже выпустил книгу с архива моего отца. Вот сейчас надо тоже поработать. У меня есть такое желание поработать. Ровными строчками ложатся слова, переплетаясь и кружась, они передают всю тревогу, любовь и нежность беспокойного сердца поэта. Тачин губили эрекер.